Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня... Сейчас, одну секунду. Сегодня 28 апреля 2025 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality. На канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Сегодняшний свой стрим я назвал «Война – это путь обмана», так как начал читать Сунь Цзы, китайского полководца. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Смотреть безопасно пока. Все остальные вы знаете, что делать. Что еще? И, как обычно, сообщение от Генерального штаба Збройных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1160 российских бандитов, 4 танка уничтожено, 13 боевых бронированных машин, 31 артиллерийская система, 72 БПЛА сбито, или 2 БПЛА, 105 автомобильной техники и цистерн уничтожено. Слава Украине, слава ЗСУ, друзья. И давайте перейду к вашим комментариям, приветствиям, ну и так далее. Так. Так, уже кто-то удалил здесь. Салам Машал, до Делер Салам Машал, Гуль, Машволь, Шевега, О, Мамад, Шевега. Всех, друзья, приветствую. Итак, перед началом своего стрима я увидел одну интересную новость, которую вам сейчас я зачитаю. Путин объявил трехдневное перемирие в честь 80-летия Победы. Все боевые действия должны быть остановлены с 0 часов 8 мая до 0 часов ночь на 11 мая. Следует из решения президента РФ, так называемой РФ. В Кремле призвали Украину присоединиться к прекращению огня и вместе с тем заявили, что войска РФ дадут ответ в случае нарушения перемирия, передает госагентство ТАСС. Друзья, стоило Дональду Трампу поднять бровь после встречи с Зеленским. Ну, то есть он сказал, что его водят за нос, по всей видимости, он не намерен это больше терпеть. Сразу вот эта шавка, которая является царем России, не знаю, почему его президентом до сих пор называют, на самом деле царек, да, ну такой полуцарек в полукедах. И вот этот полуцарек сразу же начал идти на попятную. Но дело в том, что он это подводит под свои удобства. То, что, типа это к 8 мая, к 9 мая там, и так далее, и так далее. Таким вот образом 8 мая вообще во всем мире считается День Победы 8 мая. А 9 мая это русские, как бы, у них и не было же Второй мировой войны, у них была Великая Отечественная, так называемая. Великая Отечественная у них началась через 2 года после Второй мировой войны. Дело в том, что Вторую мировую войну вместе с Гитлером начинали Сталин и русские. Они начинали эту войну вместе с Гитлером. И чтобы не попадать на 8 мая, что вот они все начинали эту войну, 9 мая они празднуют. Ну вот получается так, что царек, полуцарек Русни вот ведет себя вот таким вот образом.
вроде бы идет навстречу, да, я как-то помню, писал еще несколько месяцев назад, что они будут соглашаться на перемирие, потому что для них это жизненно важно. Они боятся гнева Трампа. И они будут вот таким вот образом пытаться там, ну, с оговорками, там, с разными там вилянием хвостов вести вот свою вот эту деятельность. Вот так и выходит. Виляют где-то сразу там, я ж пошел на уступки, ну ты меня прости, Дональд Трамп, ну меня ж тут генералы сидят, я же не могу там раз и все остановить. Тут ты ж понимаешь, я тут не все решаю там, ну как обычно. Даже доходило до того, что раньше еще во времена Сталина Сталин говорил такое: я грузин, там русские, меня не поймут, мое окружение. Это при тотальном контроле Сталина. Хотя, может быть, и не такой уж тотальный был этот контроль Сталина. Может, вот это КГБ, как сейчас при Путине, выставляло Сталина вперед. Сталин не был уж таким вот всевластным и все контролирующим, как сейчас Путин. Также не является. Поэтому как-то так, Дэн, как-то так. Так, Маш Ойл, отдели салам Маршал Ойл, о Маш Ойл. Вот такие вот. Так, Адам с бутылки. Знаете, по-чеченски шиш, это бутылка. И вот эти разные российские агенты, которые заходят сюда и мне пишут разные комментарии, у них всегда будет арабская вязь, там какие-то на арабский лад аль-шишани, аль-мушани, что-то у нас из ТикТока. Выкинули нас из ТикТока почему-то. Ну вообще. Так, с ТикТоком у нас немножко проблемы. Так вот, вот эти аль-шишани, аль-машани и так далее, вместо того, чтобы заботиться о чеченцах, они тут под видом вот этих разных арабских. Очень важно раз радикализировать. Ну, очень еще один интересный момент. Сейчас я найду это видео. Это вам нужно показать обязательно. Смотрите. Есть такой канал с огромным количеством подписчиков, который называется «Вот так». Этот канал говорит, что он дислоцируется в России. Вы можете зайти на этот канал. «Вот так» называется этот канал. У него около там больше миллиона подписчиков, там больше 1,5 даже. И вот что они пишут на превью. Превью — это картинка, которая на YouTube, видео, которое первое, что вы видите. Это называется превью. Вот на этом превью написано: Путин крушит ОПГ в кавычках Чечня. Представьте себе. Эти русисты, пособники русских фашистов из канала «Вот так» оскорбляют весь чеченский народ таким вот образом. Представьте себе. Чечня на самом деле. Это выражение, общепринятое выражение. Сейчас я включу TikTok, который у меня что-то восстановился. Так, были проблемы. Сейчас установился стрим. Да, Влад, были проблемы. Не знаю, с чем это до конца связано, но вот такие вот у нас возникают. В ТикТок, правда, в первый раз, в YouTube почаще такое было. И вот этот канал, давайте вернемся к нашей теме, у себя на превью написал: Путин крушит ОПГ Чечня. Представьте себе. Все в мире называют Чеченскую республику Ичкерия Чечня. Ну так принято, хоть мне не нравится это название. Но все же пишут Чечня. Представьте. А давайте будем крушить ОПГ Россия.
или ОПГ Польша. Давайте так будем крушить. Правильно? Мне придется заняться этим каналом, и мне придется, чтобы они больше никогда даже не думали о нас так говорить. К сожалению, придется тратить на них свое время. И вот что они пишут. Раскол Чечни, Кадыров готовится бежать из России. Внимание! Ринат Давлетгильдеев комментирует. Вчерашний российский пропагандон, извиняюсь, теперь комментирует о нас. Представьте себе. Это вообще просто невероятно. Они там рассказывают, что Чеченская республика... Нет, вам надо это включить в самом начале. Давайте я просто буквально пару минут, там 9 минут, но я вам только 2 минуты дам послушать, потому что, чтобы не утруждать ваш мозг. Сейчас я рекламу пропущу и включу вам. Вот, минуточку. Слушайте внимательно. Чечней, однако сейчас он, похоже, готовит так называемый второй запасной аэродром. Об этом рассказал проект «Можем объяснить». Журналисты считают, что глава Чечни готов сбежать в Объединенные Арабские Эмираты в случае, если попадет в немилость Кремля. Попасть в немилость Кадыров может. Журналисты рассказали, что глава Чечни уже 8-й месяц не получает аудиенции у Путина. Источники российских СМИ предполагают, что у бессменного главы Чечни начались разногласия лично с Владимиром Путиным. В то же время Кадыров сопровождает высших чиновников и дипломатов на переговорах с азиатскими лидерами. Также встречается с королями и шейхами, вкладывает миллионы в исламские проекты за рубежом. Журналисты проекта «Можем объяснить» также пишут о неспокойной ситуации. Дело, просто я немножко прокомментирую. Дело в том, что Кадыров давным-давно встречается и с саудовскими, и с арабскими, арабских и Объединенных Эмиратов, с их представителями. Его Россия пыталась представить в противовес Эрдогану, который тоже пытается быть хозяином, паханом всех мусульман. Вот этого тоже паханом хотели сделать всех мусульман. Но что-то не пошло, не шмогла, Русня. И сейчас они это говорят, что вот он пытается бежать там и так далее, и так далее. Но когда он тогда встречался, ездил, убивал чеченцев, выставлял чеченцев, которые не хотят жить под оккупацией, вот такие вот пропагандисты, вроде вот этой дамочки и вот этого Ринатика, они нас представляли радикалами, исламистами. Да, мы мусульмане. Ну тогда давайте все 2 миллиарда, 1,5 миллиарда мусульман тоже объявим исламистами, да, и не будем лицемерить тогда, да. А так только нас, вот, отдельную часть исламского, представителей исламского мира, вот представляли нас вот в таком плане. И сейчас смотрите, что они говорят. Вот сейчас вот эта дамочка что говорит. Внутри Чечни. Религиозная молодежь не согласна с... Обращаю внимание, на этом канале показывают ярого, вот у него на этом канале есть заставка, сейчас фотографию какого-то там бойца показывают, и написано «Ходорковский лайф». Главного чеченофоба, фашиста, ублюдка, да, имперца Ходорковского они рекламируют. А Ринат Давлетгильдеев, он тоже работает на Ходорковского и также пропагандирует его идеи. Короче говоря, позорище просто. Вот так. Ты нарвался на неприятности, да? Давайте слушаем. Это я вам так, чтобы было понятно, что вот показывают видеоряд, и там наверху написана такая заставочка. Они взяли это видео от Ходорковского лайф. На минуточку. Антиисламскими порядками в регионе. Они хотят объединения Кавказа, молодежь не согласна. Кадыров правит Чечней. Немилость Кадыров может. Журналисты рассказали, что глава Чечни 18 лет Рамзан Кадыров правит Чечней. 18 лет, вот они начинают, это я перемотал, сейчас я вам подробно буду рассказывать. 18 лет Кадыров правит Чечней, говорит. Кадыров марионетка.
который ничего не решает. У Кадырова 3 класса образования. Он не может править ни Чечней, ни там, я не знаю, населенным маленьким пунктом, не говоря уже о целой республике. Чеченской республикой управляют оккупационные российские войска во главе с Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Главным на территории Чеченской Республики из оккупантов является Дмитрий Кечкин, главарь УФСБ. Вы эту фамилию не все слышали, наверное, далеко не все. Главарь УФСБ по Чеченской Республике, так называемый. Кадыров же сам является, Кечкин, главарь УФСБ по Чеченской Республике, возглавляет вот этот Кечкин. Возглавляет он также РОШ. Когда началась война против Чеченской Республики Ичкерия, Вторая русско-чеченская война, Вторая русская агрессия против чеченцев, то тогда был создан РОШ, региональный оперативный штаб. Региональный оперативный штаб возглавляет главарь УФСБ по Чеченской Республике. Все остальные входят в этот РОШ. Сейчас он тоже существует, но о нем так не принято поговорить. Поэтому вы не так все, вы многого не знаете. Дело в том, что в этот РОШ, который возглавляет главарь УФСБ по Чеченской Республике, входят министр внутренних дел Чеченской Республики, глава Чеченской Республики, военные, дислоцирующие оккупационные войска на территории, МЧС, ФСИН, да, все тюрьмы. Это все входит в РОШ. Короче говоря, все силовики Чеченской Республики входят в этот РОШ. Главари вот этих силовиков входят в РОШ. Возглавляет этот РОШ главарь, как я уже сказал, УФСБ. И вот начинает вот эта дамочка с того, что 18 лет правит Чечней. И таким вот образом хотят представить, что Кадыров какая-то независимая фигура. Это тот нарратив, который распространяют и в Украине. Ахмед Закаев распространяет и говорит, что нам дань платят. Другие вот эти пророссийские деятели, все говорят, что Кадыров какая-то независимая фигура. Дело в том, что они не борются против России. Они борются за место Кадырова, чтобы стать на место Кадырова. Понимаете? И вот этот канал абсолютно пропагандистский, лживый. Смотрите, какой вброс делает. Сейчас им вот важно нам это вот так представить. Вот смотрите. Однако сейчас он, похоже, готовит так называемый второй запасной аэродром. Об этом рассказал проект «Можем объяснить». Журналисты считают, что глава Чечни готов сбежать в Объединенные Арабские Эмираты в случае, если попадет в немилость Кремля. Попасть в немилость Кадыров может. Журналисты рассказали, что глава Чечни уже 8-й месяц не получает аудиенции у Путина. Еще одна ложь и пропаганда. Кадыров, может быть, не получает аудиенцию, может, потому что Кадыров, сейчас Путин просто бегает от одной норки до другой норки, и ему сейчас утечка информации, встречаться, разговаривать с Кадыровым не нужно. Может быть, поэтому. Может быть, есть аудиенция. Она не знает, если она такую чушь несет, то, скорее всего, и остальное может быть чушью. И самое главное, как только Кадыровым будут недовольны, в очереди стоят такие же головорезы, как и Кадыров, а может быть и хуже, которые вокруг Кадырова. Это Адам Демельханов, это Магомед Даудов, человек, как говорят, Патрушева, и так далее, и так далее. Поэтому не быть, если он недоволен, Кремль, Путин недовольны Кадыровым, его вот так меняют. Вот так, одним вот щелчком. Причем сам Кадыров это говорил и неоднократно, что ему достаточно звонка даже не от Путина, а из Кремля, то есть из администрации, которая управляет Кадыровым. Достаточно одного звонка, и он сразу в кусты. Это прям дословная цитата, о чем он говорил. И вот, просто пропаганда льется. Для чего это делается? Делается для того, чтобы сейчас вы дальше послушаете, делается для того, чтобы представить чеченцев, которые живут в каком-то своем государстве, что вот это союзное с русскими государство, Кадыров какая-то там независимая фигура, и все исламисты. Вот все мы хотим построить халифат и так далее. Причем халифат построить, исламский халифат построить, хотят русско-турецкие агенты, которые живут, например, в Турции.
Понимаете? Некоторые здесь в Европе ошиваются. Вот какая вот ситуация интересная появляется. Слушайте. Источники российских СМИ предполагают, что у бессменного главы Чечни начались разногласия лично с Владимиром Путиным. В то же время Лично Кадыров с Владимиром сопровождает высших Путиным. чиновников и дипломатов на переговорах с азиатскими лидерами. Также встречается с королями и шейхами, вкладывает... Про королей шейхов я вам говорил, что он туда давным-давно ездит, встречается, деньги туда перевозит, привозит, покупает и так далее. И решает там разные там путинские, российские проблемы и необходимые там дела решает. Самое важное в этой ситуации, как они все это преподносят. Вот для чего делается вот эта пропаганда? Для чего это ложь, откровенная ложь? Мы все говорим русская пропаганда, русская ложь. Вот так канал. Польша зарегистрирован. Я сейчас вам полностью дам информацию и про это, чтобы в видеоформате у нас все это осталось. Про этот канал. Давайте дальше. Миллионы в исламские проекты за рубежом. Журналисты проекта «Можем объяснить» также пишут о неспокойной ситуации внутри Чечни. Религиозная молодежь не согласна с антиисламскими порядками. Религиозная молодежь не согласна с антиисламскими порядками. Обратите внимание, какая наглая ложь. Потом вот эти ублюдки будут нас убивать и говорить, это исламисты, фашисты, убийцы, их нужно убивать. Понимаете? Вот к чему они это подводят. Они весь мир вместе с русскими уничтожал чеченский народ, обозвав их исламистами и так далее. Сейчас начали некоторые понимать и говорить, как, например, бывший министр внутренних дел Германии, Вольфганг Шобле, который недавно умер, который говорил, что да, мы ошиблись. Чеченцы не были никакой вот международный вот этот джихад, международный исламский вот этот терроризм, к этому мы, чеченцы, не имели отношения, он сказал буквально за год, за полтора до своей смерти. Министр внутренних дел Германии. А вот эти вот нам люди сейчас снова рассказывают. Представьте себе, исламская молодежь в Чечне недовольна порядками. Русские построили 1400 мечетей. Огромных, красивейших. Тратились миллиарды на это. Представьте себе, чеченцев 1 миллион. У нас 420 населенных пунктов всего. 1400 мечетей. Русские так любят ислам, Путин так любит чеченцев и мусульман, что он нам строит. А почему он в Дагестане так много не построил, в других регионах, в Татарстане, Башкортостане, мусульманских преобладающих республиках? А для того, чтобы объединить сейчас Чечню, Ингушетию, Дагестан в единый халифат, чтобы вместе с Турцией, потом вместе, это все вместе с Турцией делается. На мой взгляд, с турецкими разведками. К турецкому народу это не имеет никакого отношения. Я с большим уважением отношусь к турецкому народу, который поддерживал нас, всегда уходил на митинги и так далее. Но турецкая власть ведет себя как русская имперская власть. Понимаете? И они нам сейчас рассказывают о том, что мы якобы, получается, вот наша исламская молодежь, она недовольна вот теми порядками. Да там Кадыров построил халифат. Понимаете? Построил. Вот которые мечтали, вот эти всякие. Вот там этот халифат построен. Она не говорит, что мы против выступаем русского империализма, русской оккупации. Она говорит, что вот нам вот подавайте, где это? И показывает нам Рената Давлетгильдеева, ходорковского прикормыша, бывшего вчерашнего российского пропагандиста. Представьте, какая вопия. И это будет усиливаться. Это будет со всех сторон, нам это будет навязываться. И, возможно, мой голос будет вообще потерян среди этих голосов. Хотя его и так не так слышно. Мой канал запрещен на территории фашистской России. Моя правозащитная организация, которая абсолютно мирная, объявлена экстремистской. Я сам объявлен иноагентом, против меня возбуждены уголовные дела и так далее, и так далее. Но все исламисты, так называемые, карманные специсламисты, у них все нормально. Их, для вида иногда кого-то могут пожурить, и все. Пожурить, и все. На этом заканчивается. Вот, давайте слушать дальше. В регионе. Они хотят объединения Кавказа и противостоят кадыровцам. Их молодые люди называют российской оккупационной властью.
К нашему эфиру Кадыровцев называет оккупационной властью. Не говорит, что она что так считается. Где эти исламисты? Покажите мне, которые вот исламская молодежь. Этот Ринат Давлетгильдиев, который является чеченской исламистской молодежью, исламской мусульманской молодежью. Вот смотрите, пройдет какое-то время, турецкие спецслужбы, на мой взгляд, и у меня есть веские основания, чтобы так утверждать, турецкие спецслужбы вместе с русскими спецслужбами сейчас подводят чеченцев, которые руками и ногами упираются и не хотят, чтобы нас представляли какими-то исламистами, радикалами. У нас есть свое государство. Они подводят нас под то, что у нас нет государства, и мы являемся частью России, но почему-то каким-то вот образом Кадыров еще какая-то независимая фигура. Ни Мелихов в Дагестане, ни Калиматов в Ингушетии, а вот у нас Кадыров только один такой. Странно, да, получается. И вот они нас хотят представить такими вот исламистами, которые хотят вот свое исламское государство. И это делает вот пособники Ходорковского и всякой вот этой желчи. Будьте вы прокляты. уже присоединяется наш коллега, журналист проекта «Можем объяснить» Ринат Давлетгильдеев. Продолжим обсуждать эту тему, публикацию наших коллег. Это топ-5 криптовалют, которые пока... Это уже реклама тут пошла. Короче говоря, Рената можете потом сами послушать, если вы хотите. Ну, вот такая вот интересная загогулина получается. Интереснейшая, да? Вот как с нами начинают нас обрабатывать. Дело в том, что какое-то время Турция нам помогала. Турецкие спецслужбы, вероятно, нам помогали, так как есть переговоры Ельцина и Клинтона, и там Ельцин говорит, на территории, это все опубликовано на официальном сайте Билла Клинтона, и вот вся эта стенограмма, она рассекречена сейчас, она рассекречена, по-моему, в 2018 году. И там говорится, Ельцин говорит, что вот там чеченские там бандиты, у вас боевики там подготавливаются в Турции, там на военной базе там и так далее. И Клинтон не возражает. А когда что-то другое говорит Ельцин, сразу же там Олбрайт тоже есть, Олбрайт вмешивается и так далее, сразу они протестуют, что-то возражают Ельцину. А на это никто ничего не возражает. Либо это специально делается, чтобы вот как-то представить, ну, я думаю, что скорее всего, да, там кто-то обучался, если так говорят, и Клинтон не подтверждает. Это мои догадки. И теперь они, вот эта вся Турция, которая молчала все это время, не признала нашу Чеченскую республику Ичкерия, которая, когда нас топили в крови, помогала нам оружием, там еще чем-то, где-то там подготавливала бойцов, не принимала беженцев, ничего, ну, только немножко беженцев, не помогала этим беженцам, которые там находились. Но и как и всю свою историю, вероломно договорившись с Турцией, с Россией, Турция помогала уничтожать чеченский народ. Это мое личное мнение. Понимаете? Страна НАТО, которая прикидывается какой-то хорошей страной, там, союзнической страной. Опять же, к турецкому народу это не имеет никакого отношения. Ну или опосредственное отношение. И вот сейчас у них план такой. Создать на территории Кавказа такой мини-халифат, мини-исламское государство, куда войдет российская провинция Дагестан, российская провинция Ингушетия, может быть еще какие-нибудь провинции, и суверенное, демократическое, правовое чеченское государство, которое чеченцы сражались 20 лет, потеряли 30% от своего населения, от своего народа. Нас хотят пристегнуть. То есть нам отказывали в праве на свое государство необоснованно, незаконно, лицемерно. А теперь вот решили нас теперь дальше привить. Это делается для того, чтобы превратить нас потом завтра в исламистов, потом стереть с лица земли всех нас и сказать, а что вас когда-то русские убивали?
Вот, а вы же исламисты, ну вот, заполучите, вы же исламисты, значит, ну, вы же фашисты. Исламист это фашист, крайние формы, любой национализм, религия, не имеет значения. Если человек проявляет крайние формы и призывает убивать других людей за то, что они там других взглядов, других там идеологий, других религий, других там, я не знаю, цвета волос, расы или национальности, это фашизм. Самый настоящий фашизм. И вот нас вот хотят вот таким вот образом представить. И вот этот канал, который говорит, хотя у него написано Россия там, но он представляется, якобы он там в Польше. Да, у него там в конце вы можете пойти. Сейчас я, кстати говоря, найду, чтобы я вам обещал показать. И вот смотрите, сейчас открою, покажу. Свободные новости России, Украины, Казахстан, Беларусь и остального мира. Проект Центра международного вещания польского общественного телевидения в ТВП. Дата регистрации 28 июля 2017 года. Страна Россия. Просто не меньше, не больше, не меньше. С какой целью они там Россию поставили, непонятно. Вот такие вот делаются над нами эксперименты. И вот это все происходит ну, просто откровенно. Вот мы об этом говорим, нас полностью игнорируют. Вы видите разных здесь блогеров, например, Тумсу Абдурахманов, Хасан Халитов, Ислам Белакиев, Али Бакаев из этой же оперы оказался. Кто там еще? Братья Ингулбаевы. Это все люди, представляющие нас исламистами. Исламистами. Они сами не знают ничего про свою религию, абсолютно поверхностно нахватавшись, или той пропаганды, которая им достаточно, которая, чтобы они дурили людей, обманывали людей. И вот эти люди представляют нас исламистами. Они представляют нас радикалами, они представляют нас, и все они, практически все, а я думаю все, работают на русню. Понимаете? Они работают на русню. Они таким вот образом хотят нас представить радикалов. И вот мы, люди, которые являемся демократами, сторонниками правового демократического государства, нашего, выбора нашего народа, нас представляют какими-то, пытаются сделать маргиналами. Понимаете? Вот в чем. Причем это делается не одной Россией. Да, я всегда думал, одна Россия, нас там это делается вместе с Турцией, я утверждаю. Вот эти перечисленные, некоторые из этих перечисленных деятелей контактируют с турецкими там представителями разными, которые там с ними общаются, там с ними работают. И вот нас вот таким вот образом пытаются представить какими-то исламистами. Дело в том, что когда наше государство, Чеченская республика Ичкерия, возглавил Докко Умаров, наш боец, генерал, стал президентом после гибели Абдулхалима Садулаева, предыдущего президента. Когда он стал президентом, он объявил Имарат Кавказ. Имарат Кавказ был объявлен человеком, который первым в 21 веке напал на кафиров. В 1999 году, когда уже русские вторглись на территорию Чеченской республики Ичкерия, и затем Чабан-Махи и Карамахи, Даргинские два села в Дагестане, Российская Федерация, были окружены русскими и убивались эти даргинцы, они попросили у наших чеченских бойцов помощи, у Шамиля Басаева в частности. И тогда Маулади Угдугов, который сейчас возглавляет Кавказ-центр, проживает в Турции, очень небезбедно, как некоторые утверждают, проживает, сказал такую фразу, выступал перед командирами там собравшиеся и говорит: мы в 21 веке первыми нападем на кафиров. Понимаете? 21 век еще не настал, но он уже готовился к 21 веку. Дело в том, что сразу же после этих слов Маулади Удугов драпанул в Турцию. И с тех пор проживает в Турции. Может быть, его Россия преследует. Может быть, но все, что он делает, это на руку почему-то России и Турции. Неважно, ты работаешь на Турцию и приносишь пользу России, или ты работаешь на Россию и приносишь пользу Турции. И тогда вот через этого первого напавшего
уже из Турции на кафиров в 21 веке, Мавлади Удугова, который абсолютно управляемая турецкими, российскими, кем угодно фигура, через него Докки Умарову, президенту тогдашнему, был направлен проект Имарат-Кавказ. Имарат-Кавказ. И таким вот образом Докка Умаров сложил в себя полномочия, то есть самоотстранился от управления президентством Чеченской Республики Ичкерия и возглавил организацию исламистского толка Имарат-Кавказ. Для нас, чеченцев, для себя, я за себя скажу, который наблюдал и верил своим президентам, потому что был бардак, ложь, обман, и я взял себе такое простое правило. Я слушаю своих президентов. Что говорит мой президент, вот это правда. Я вот присягнул ему, умея в голове, что вот буду слушаться его, значит, вот, это, вот здесь я не ошибусь. Дело в том, что на президента оказывалось самое большое влияние, а президент, он был, наверное, моложе меня, когда он становился президентом, и находясь в горах, на войне, я думаю, меньше меня, сейчас меньше меня, понимал ту ситуацию, которая там происходит. Ему был подсунут проект Имарат-Кавказ. Но так как он заходил с Турции, а мы все считали, что Турция наш друг и союзник, наш там, нормальный, там, ну как минимум, подлость, вероломство нам он не сделает. Там у нас есть люди, там есть офицеры, там даже говорят генералы есть чеченские. Ну, как бы надеялись, что ну, так и будет. А на самом деле самое большое влияние оказывается, как уже понимаю, через самых первых лиц. И тогда был просунут вот этот Имарат-Кавказ. За месяц, обратите внимание, до объявления им Имарата-Кавказ, Ахмед Закаев, который также является российским агентом, делает то, что нужно России, работает и на свой карман, конечно же, а там уже, где коррупция, там уже Россия, который себя называет россиянином, то есть Чеченскую Республику он называет частью России, в документах, где он подписывает. Они вот, Докка Умаров в 2007 году, в ноябре, объявляет Имарат-Кавказ. За месяц до того, как Докка Умаров объявляет Имарат-Кавказ, Ахмед Закаев объявляет, что Докка Умаров, объявил Имарат-Кавказ, исламистское какое-то государство, что нам это не нужно, мы демократы, у нас есть свое государство, и я теперь премьер-министр, а у нас такой должности премьер-министр не существует. У нас президент совмещает должность премьер-министра, то есть возглавляет кабинет министров президент. То есть Закаев становится президентом. Ну, фактически он берет на себя эту должность, ну, якобы берет эту должность. Пытается узурпировать власть. Докка Умаров еще не объявил об Имарате Кавказ. То есть за месяц до того, как Докка объявил, Закаев знал об этом. И делает фальстарт и сразу объявляет это. То есть, чтобы пока ничего не произошло. Когда Докка Умаров объявляет Имарат Кавказ, наше чеченское руководство, которое находится за границей, за рубежом, оно начинает в спешке наводить движение. Надо разобраться, что такое. Докка находится в горах, где-то там в труднодоступных местах. И связь происходит следующим образом. Такие маленькие кассеты такие есть, аудиокассеты, наверное, видели, раньше были, по крайней мере. Вот эти маленькие аудиокассеты, она записывается, отправляется Докке. Докка месяца 3 туда идет. Это в случае, если тот, кто передает, не попадется, не погибнет, там еще как-то. Потом через 3 месяца Докка получает ее, и Докка записывает новую и отправляет обратно. И тоже это может занять до 3 месяцев. Понимаете, полгода нужно, чтобы просто сообщение донести до людей. Да, Докка выходил на связь, у него был спутниковый телефон там, но он тоже выходил там определенное время, долго не мог говорить, ну, имеется в виду продолжительность разговора была ограничена, потому что засекались. И вот была очень большая сложность, туда сразу наносился массированный удар со всего, что у русских имеется, и вот это было очень сложно.
И вот каким-то образом, пока мы разбираемся, то есть наша власть здесь за рубежом, в лице президиума правительства, в лице Аяда Идигова и других членов президиума, пока они пытаются разобраться, что произошло, почему Докко Умаров самоотстранился от управления Чеченской Республики Ичкерия как президента демократического государства, а возглавил исламистскую вот эту организацию, которую я тоже поддерживал, как президент мой объявил, у меня в голове этого не было. Ну, объявил, значит, что-то, какая-то цель есть, что они что-то знают лучше меня. Значит, мое дело слушаться Докко Умаров. Пока Докко Умаров не объявил войну Израилю, Америке и Великобритании. То есть Россию он уже победил, и нужно было теперь уже идти дальше, завоевывать земли и освобождать там исламские или никогда не бывшие исламские земли. Ну, потом все, конечно, стало на свои места. Стало понятно, что проект этот был при помощи Мулади Удугова, вот этого того самого, который первыми напал на кафиров и сейчас живет в шикарной вилле в Турции, как говорят. Вот этот проект был доставлен Докке, и Докко зачитал это, объявил, и таким образом он пытался мобилизовать. Какое-то время ему удалось мобилизовать вокруг себя молодежь, то есть бойцов, и сопротивление как будто бы получило новое дыхание, новое движение, но это все оказалось блефом, обманом. На самом деле больше там было имитации, которые вокруг Докки специально российские и, вероятно, турецкие спецслужбы и создавали. Докко Умарова потом убивают его. Ну и вот ситуация вся какая разворачивается. Понимаете? И вот сейчас нас снова пытаются на это подтолкнуть. А это для чего делается? Ну, это же не делается только ради русских. Делается это для того, чтобы нужно нас сейчас представить исламистами, радикалами и поднять нас. Поднять против России. Дело в том, что мы постгеноцидный народ. На каждого гражданина Чеченской Республики Ичкерия приходится по одному оккупанту. И на каждые 100 человек, если не на каждые 10 человек, приходится по одному стукачу. Оружия нет. Чеченцы не верят никому. Вот все, что я вам рассказываю, это я просто немножко докопался до этой истины. И пытаюсь сейчас чеченцам это объяснить. Чеченцы не могут объяснить, что происходит. Чеченцы считают, если Турция против нас, это же очевидно, все видят, как себя Турция ведет, которая ни политически, ни юридически никак нам не помогает, но использует. А потом с русскими договариваются за наш счет. На нашей крови договариваются. Мы, чеченцы, в основном, что я от чеченцев слышу? Аслан, не лезь в политику, они все заодно. Все до единого. От американцев, заканчивая турками, русскими, все они заодно против нас. Отчасти это оказалось правдой. Отчасти. Но у каждого есть определенные роли в этом деле. Так вот, Америка, Европа, по большей части не лезет на Кавказ. Это все отдано Турции, как стране НАТО. Ну и как мусульманскому региону, преимущественно мусульманскому региону. А вот этот пахан всех мусульман Эрдоган, который пытается эту роль себе примерить, ему как бы отдали, вот Турция, вот вы занимаетесь. И они в этом преуспели, я вам скажу. Агентура действует здесь, в Германии, турецко-русская. Любого российского агента, которого я тут вычисляю, всегда вы рядом, почти всегда вы рядом с ним найдете какого-нибудь протурецкого агента. Вот человека, связанного с Турцией, скажем так, не знаем, насколько они агенты, вот всегда, в 90% случаев, если есть российский агент, рядом где-то там ошивается турецкий агент или связанный с Турцией каким-то боком человек. Все они занимаются выявлением исламистов здесь. Обратите внимание, нормальная задача, борются против фашистов, исламистов, там все и так далее, там вместе там международным исламизмом, международным фашизмом там и так далее борются, да, вроде кажется все нормально. Но дело в том, что
любого чеченца можно представить исламистом. Меня лично, те вот демократы, Закаев, его окружение, на меня писали они заявления, люди вокруг Закаева, уверен, не без участия самого Закаева, полагаю, писали, что я исламист. Понимаете? Вот я что-то скажу, где-то я поспорю за счет мусульман, отстаиваю интересы мусульман, меня сразу вот исламист. Шифруется такой глубоко законспирированный исламист. Понимаете, вот как они делают. Это меня, юриста, человека, который вообще ни капли не исламист. Меня пытаются представить. Причем я публично вам могу все рассказать. Я публичный человек. У меня уже много-много людей, кто может заступиться за меня, сказать за меня. А представьте чеченца, молодого чеченца, не 47-летнего чеченца, а какого-нибудь 20-летнего пацана, который плохо говорит на русском, который не знает, что это значит. И ему что угодно можно навешивать, он будет говорить, да, так, не видя разницы в некоторых нюансах и деталях. Огромное количество чеченцев было депортировано отсюда под видом исламистов. Понимаете? За то, что у него борода, за то, что он говорит машалла, иншалла, ахи, там еще что-то, вот эти фразы, которые используются в нашей молодежи, которые российской пропагандой нам вбиваются. Потому что на русском языке все это транслируется, и вот нам это все вбивается. Представьте себе. Вот таким вот образом они здесь делают любого человека исламистом, кому-то уже осточертело это все. Он говорит, да пошло оно все. Он не понимает всей вот этой детали, разницы. Он говорит, да все они одним миром мазаны, пошли они к черту. И по телефону может что-то говорить. Никакого теракта он не делает. Он просто говорит, всех матом кроет. Ну, не в прямом смысле матом, а выражается, что они как, грязные сволочи, плохие там и так далее. Все достаточно, исламист, каратист на Россию. Другой случай, который турецкая агентура чеченской национальности, проживающая в Германии, в Австрии, во Франции. Когда началась война в Сирии, у нас было огромное количество здесь пассионарной молодежи, которые вот все сидели, затаив дыхание, молились на тех, кто у нас находится. Их там оставалось десятки человек в горах, наших бойцов. И мы на них молились. Мы не знали, как им помочь. Мы понимали, что бесперспективно их, то, что они делают. Потому что они просили хотя бы одну пару обуви нам дайте. Пришлите нам, вы можете собрать денег на пару обуви. Мы собирали эти деньги. Но когда мы собирали эти деньги, никто не хотел связываться с деньгами, с такими деньгами. Это ответственность, это сложно там, и так далее. Появлялся обычно какой-нибудь там шустрый малый. Среди украинцев я здесь тоже таких уже замечаю, и уже кидальщиков и обманщиков, которые связаны были с российской разведкой, и эти деньги просто прикарманивались. Была одна женщина здесь, она получала, у нее было, она вдова была, ее муж погиб, ее братья погибли. Они не исламисты были, это была обычная чеченская семья. Она выехала сюда, у нее было, по-моему, 6 детей. А вот она получала социал. Ну, сколько социал там? Ну, на 6 человек, может быть, 1500 евро это может быть, там, я не знаю. И она 7 там, может, не знаю сумму. Она все отдавала, чтобы помогать нашим воинам, которые находятся. И шла в Красный Крест брать еду для себя. Понимаете? Это все до единого прикарманивалось. Тем, кто у нее это брали, забирали. И сейчас они уже открыто себя ведут. Вот эта вся агентура, которая собирала деньги, воровала эти деньги. На крови эти деньги воровала. Вот это все прикарманивалось. Так вот, вот эти наши бойцы, которые там находились, мы на них молились. Мы надеялись, что какое-то чудо должно произойти. Не может быть такая вопиющая несправедливость чеченскому народу. Мы не сделали ничего плохого этому миру, чтобы вот так нас уничтожать. Это геноцид был. Открытый, прямой геноцид нашего народа был. Все это видели. Весь мир это видел. Украина помогала это делать.
Понимаете? Украина помогала это делать. Украинские военные шли воевать против нас. Украинские отпускники, выражение отпускники там и так далее. Откуда взялось? В Крыму оно только взялось? Нет. Это украинские военные брали отпуск и ездили в Россию, чтобы убивать чеченцев на эту войну против нас. Вот оттуда появилось выражение отпускники. Понимаете? И вот таким вот образом, вот эта вся ситуация была накаленная. Это был 10-й год, 12-й год. О, тяжелое время, когда было. И потом начинается война в Сирии. И когда началась война в Сирии, агентура, связанная с Турцией и очень тесно общающаяся в борьбе с международным терроризмом, конечно же, ради святых идей, которые чеченской национальности или чеченоговорящие, там разные есть. В основном они по крови более с тюрками связаны. Вот эти, кто связан с тюрками, потому что, видимо, Турция берет таких. Среди чеченцев есть люди, которые из Дагестана, которые тюркоязычные. Они на чеченском говорят, у них нет тейпов, это чисто чеченская тема. Тейп – это твое происхождение. Не клан, ничего не. Твое происхождение, это как фамилия, как твоя родословная. Все. Вот у каждого чеченца она есть. Своя гора есть, свое место происхождения есть там и так далее, и так далее. Так вот, вот эти люди такую пропаганду провели вместе с русскими, чтобы мы пошли воевать в Сирию. Европа не мешала. Европейские спецслужбы молчали в тряпочку, потому что им было выгодно, потому что были чеченцы в огромном количестве, находящихся на законных основаниях в Европе, которых радикализировали, это тоже нужно признать, это же пропаганда через турецкий, тот же Кавказ-центр, через Маулади Удугова, который первый, как вы помните, напал на кафиров из Турции, оттуда он стрелял. И вот собрали всю нашу чеченскую молодежь, через Турцию, Турция открыла границы, через Турцию спокойно заходили эти люди туда. Но они не были радикалами, они были мусульманами. Мы надеялись, что там появится в Сирии возможность, что мы победим Асада, там у нас будет оружие, и мы через Сирию, вооружившись, собрав отряды, мы сможем вернуться на Кавказ, чтобы освободить наших людей. И с тех пор, видимо, турецким, русским или каким-то там еще каким-то спецслужбам запала эта идея, что чеченцы как хорошо поднимаются. Если они против Башара Асада так поднялись, неплохо бы их сейчас поднять в Чечне против Кадырова. Не против России и Путина, а против Кадырова. И обязательно, чтобы они были исламистами. Потому что если они будут исламистами, их можно будет купировать и полностью уничтожить. Они будут подконтрольными. У них нет будущего. Понимаете? Если это не будет правовое, законное, цивилизованное, демократическое государство. Понимаете? И вот заманили всех в Сирию. Тысячи чеченцев убито в Сирии. Тысячи. Понимаете? Просто люди никакие не исламисты. Они ехали против Башара Асада. Помогать, сперва это была демократическая оппозиция, кто помнит те времена. Помогать этой демократической оппозиции. Да, это мусульмане. Там тоже внизу, в Сирии, все мусульмане, или большая часть, туда и приезжали. А как это? Я просто отлично помню, следил очень за этой ситуацией, так как тоже переживал за это все. Дело в том, что появился какой-то отряд, каких-то 2 бича, по-другому я их назвать не могу, бегают в полуразрушенном или недостроенных домах в Сирии. И это называется там шишан. Вот тут один был бутылочник. Вот такие же шишан, короче, такие слова произносятся. Джохар Дудаев, шишан. И был создан батальон Джохара Дудаева. Какой батальон исламистский с именем Джохара Дудаева может быть? Согласитесь, да? Джохар Дудаев и исламизм – это 2 крайности, противоположные крайности. И мы подумали, там есть чеченцы, там нас ждут, там нас примут, у нас будет тыл, у нас будет оружие, мы мобилизуемся, соберемся, будут отряды, и мы покажем, вернемся на свою родину и поможем, освободим свою землю, свой народ.
Рано или поздно это в любом случае произойдет. Но нас тогда вероломно турецкие спецслужбы и русские спецслужбы обманули. Вероломно. Европейским было выгодно, чтобы вот эта масса, которую радикализировали в пропаганде, смотрели все эти ролики, там накручивались, так мы же за Имарат все, потому что Дока Имарат, президент объявил наш Имарат, и он возглавляет Имарат, и все ориентируются на Доку, как президента. Доверие было 100% к Доке. И вот происходит следующее. Тысячи, я не знаю просто точная цифра, тысячи людей там погибает, молодых людей. И Россия в самой Чечне убивает чеченскую молодежь. Обратите внимание, это очень важно. Убивает чеченскую молодежь каждый год, каждый месяц убивает чеченскую молодежь. С их документами обвиняют их, само собой, в исламизме, в радикализме, убивают их. Абсолютно нерадикальных людей. Абсолютно. Просто у кого-то папа воевал, у кого-то дядя воевал. Мы, все, кто против российской власти, представляем угрозу как для предателей, так и для России. И все, если я против, то и моих сыновей нужно уничтожить. Под разными видами. Просто так ты их не расстреляешь, слишком накладно. Одного, двоих можно, но их тысячи. Их начнешь убивать, Запад начнет, правозащитные организации начнут возмущаться. Никакой исламский мир, конечно, и пальцем не поведет. А вот эти кафиры, они начнут. И поэтому русским приходится как-то пытаться. Они придумали оригинальную мысль. Полезное с приятным совместить. Убить приятно чеченца, который представляет угрозу. И полезно, чтобы с их документами сотрудники ГРУ России с чеченскими документами отправляются в Сирию, в ИГИЛ. Представьте себе. До этого 1000 чеченцев туда уехало и погибло уже. Кто-то погиб, кто-то там еще не погиб. И начинают завозить. Из Грузии поехал военный амир или министр обороны, там генералиссимус какой-то был, рыжий такой, я не помню, если помните, напишите имя, друзья. Из Грузии. Отец грузин, мама ингушка. Чеченский какой-то амир, ИГИЛ. Представьте себе. А ты же не отличишь, эти Аллах Акбар говорят, эти Аллах Акбар говорят. Просто представляется ИГИЛ, и все это, и в этот ИГИЛ входили ГРУ с паспортами чеченцев, которых убивали в Чечне. Они заходили в Сирию, там они представлялись игиловцами, творили ужасы, все эти ужасы мы видели. Массовые казни, убийства, под такими с голливудскими постановками. Помните, были съемки? Массово убивали людей. Просто они так много убивали людей, я был в шоке от всего, что происходило. И каждый раз они придумывали новый способ убить. Нет, чтобы как убивали, таким же способом убивать. То стопят. Представьте себе, в исламе нельзя ни огнем, ни водой казнь, если преступника убивают, его нельзя ни водой топить, то есть ни огнем, ничего. Если ты умерщвляешь, максимально болезненно умерщвить. Так вот, что только расстреливали, взрывали, в машине из гранатометов, отрезали головы, массово убивали, просто и с такими спецэффектами, так красиво, так преподносится и так далее, и так далее. Дискредитация ислама, дискредитация чеченцев. Вот эта работа велась массированно, упорно. И мы потеряли огромное количество молодежи. Никто за это пока не ответил. И мало кто об этом говорит. Мало кто об этом говорит. Нам еще предстоит и это разбирать. И эти люди, которые работают на турецкую разведку, на русскую разведку, находятся здесь, в Европе. В Австрии живут, здесь в Германии живут, и в других, во Франции живут, в других странах, в Швеции живут. Эти пропагандисты, эти вербовщики. И вот сейчас пытаются заново это все начать.
А я вам дулю показываю. Понимаете? Я вам дулю показываю. Мы уже поняли, кто вы такие и что вы такое. Вы больше нас не берете. И вот смотрите, польский канал вот так начинает рассказывать при помощи ходорковского пропагандиста, фашиста, исламофоба, ярого просто имперца Ходорковского, проливающий крокодиловые слезы якобы за Украину. Вот нас начинают вот так представлять. Понимаете? Вот что происходит сейчас с чеченцами. Вот как представляет Запад, Европа, Польша же это Европа, Турция, Россия, все объединены для какой-то своей цели. Им нужно сейчас, чтобы чеченцы поднялись, и мы, чтобы в атаку пошли, смели Кадырова и привели какого-нибудь там, я не знаю, Мудырова туда, турецкого. Или другого русского какого-нибудь представителя туда привести. Вот что они от нас добиваются. Представьте себе. Представьте себе. Это я вам вкратце рассказал ситуацию, которая происходит. У меня насчет этого написано много-много вещей, там, постов, статей, расследований. Большому, да, Тархан Батирашвили его звали, да. Вот грузин Андро Хетерелли пишет, спасибо, Андро, пишет, Тархан Батарашвили был такой полевой командир, и да, отец у него грузин, христианин, мама ингушка. Какое отношение он имеет там, его чеченцем называть? Да, он по маме мог быть мусульманин он мог быть, даже будучи, если оба родителя у него христиане или другой религии. Но всем показывали про чеченцев. Понимаете? Вот таким вот образом нас уничтожают. Вот таким вот нас образом, извините за мои эмоции, но мне уже осточертело это все просто. Вот это все говоришь, и одно и то же. Долдонят свое, бьют в одном направлении, в одну точку. И сейчас им нужно, чтобы мы там создали исламский халифат. Понимаете? На Кавказе. А мы не хотим, вот с Турцией, мы с Грузией хотим. Мы не хотим быть с Турцией. Понимаете? Я не хочу быть с Турцией. Я хочу вот с Грузией быть. Я хочу быть, которых я знаю, которые меня понимают, я их понимаю, не имперцев, которые не будут нас подставлять, которые не будут нас использовать, а на равных союзниками мы будем, со своим братским грузинским христианским народом. Понимаете? Вот что мы хотим. А нас подводят под это. Нет, вы должны быть исламистами. Как это вы не будете исламистами? Надо быть. Ты что, меня объявляют чуть ли не врагом мусульман там всем за то, что я не хочу быть исламистом, фашистом. Понимаете, что у меня есть свое государство демократическое, и я его поддерживаю в лице нашего президиума. Вот за это меня объявляют врагом мусульман, чеченцев, там, я не чеченец, не мусульман, все что угодно говорят. Лгут. Нагло. Вот такая вот ситуация. Вот такие вот вещи, друзья. Давайте почитаю ваши комментарии. Спасибо, друзья, за подарки. Спасибо, друзья, спасибо. Вот юзер говорит, все правильно, говорит Аслан. Чеченцы, если вы меня слышите, если вы меня смотрите, подтверждайте, что я говорю. Нас смотрят разные люди. И то, что я говорю, мало кто это докопался и говорит об этом. Докопались это много кто. И в курсе были. Я-то только разбираюсь этим, только вот из открытых источников пытаюсь разобраться. Мало кто об этом говорит. Понимаете? Спасибо, спасибо. Аслан, ты все правильно говоришь.
у вас как Фейза. В каждом видео в YouTube у меня есть ссылка на мой ТикТок, а также сам канал называется Аслан Арцуев-HRCI, Human Rights Center Ичкерия сокращенно. Юзер Баркалом, Баркалшин, Дересхуйль. Вайом душин вайдуицак, друзья. Вайом, мы не можем оставаться в стороне и молчать. Понимаете? Даже если это нам опасно, даже если это... Что бы с нами ни случилось, мы не можем, чтобы наш народ снова в катастрофу бросили. Какие-то Ходорковские, какие-то там еще другие там турки, мурки и все остальные. Нам это не нужно. Турецкие спецслужбы, я имею в виду. Так. К сожалению, либералов не заманишь свергнуть диктаторов. Либералы любят только говорить и говорить, говорит товарищ Тамерландио. Товарищ Тамерландец, это не ты мне тогда писал в ТикТок? Не ты был случайно? Да, я с тобой согласен. На самоубийство либералы, демократы не идут. Я не знаю, каких либералов ты говоришь, но демократы не так, да, особо поднимаются. Но я тебе могу сказать другое. Диктаторов свергать мы не пойдем. Но я тебе могу сказать, первую русско-чеченскую войну мы выиграли без радикалов и исламистов. Мы были демократами под руководством волка Джахара Дудаева, и мы победили эту русню и выкинули ее с нашей страны. Когда началась вторая русско-чеченская война, было оружие, были подготовки лагерей, как говорит Ельцин Клинтону, если это правда. Были подготовки в Турции, все были религиозники, все были супервоинами, и такой бардак там произошел, что от государства остались рожки до ножки. Как-то не кажется вам странно? Может, дело не в том, что ты еще либералы это преподносишь. Мы не либералы, мы демократы. Я знаю, что вы хотите потом сказать, либералы, это либералы и так далее. Нет, мы демократы. У нас есть свое понимание, и мы идем в своем направлении. И не нужно нам ничего навязывать, на всякий случай. Как-то так, Дем. Говорите об этом. Люди должны знать правду. Спасибо, Тати, спасибо. Иншаллах, буря, баркал, дересхуй. Здравствуйте. А как вы относитесь к исламизации народов Кавказа арабами? Привет. Так, я как раз об этом и говорил. Я не знаю, что слушали, чем, как слушали. Так. Так. Привет, вы хороший человек, но мне кажется, в Чечне невозможна демократия, например, как в Армении. Слушай, Тамерлан, ты такой неграмотный или притворяешься? Мы жили при демократии, когда и в Армении, и где-то в другом месте был феодализм, когда люди продавались на рынке, когда людей использовали, когда на России, например, за одну гончую давали двух душ. Да, двух людей, то есть, как тогда называли душами. Мы жили при демократии всегда. Понимаешь? Всегда. Не сегодняшняя демократия, которую сейчас там либеральные представляют, а законная демократия, где она не сегодняшняя была, право женщин, право голоса тогда не имели. Только мужчина от 15 лет, который мог носить оружие. Но женщины у нас не были на низком положении, каком-то ущемленном положении. Понимаешь?
Поэтому ты даже не представляешь, когда ты заходишь к чеченцу на канал и говоришь, что демократия это наш ДНК-код. Понимаешь? Тот, кто не знает, что такое демократия, и то, что не знает, кто такие чеченцы, только так могут говорить. Ну или специально. Понимаешь? У нас не было никогда сословий. Мы все были всегда равными. Решения принимались коллегиально. Понимаешь? Демократия. Вот такая вот была демократия. Демократия зародилась не в Греции, а в Ичкерии. Не в Ичкерии, а в Чечении. В чеченском народе она появилась. И всегда была другой формы правления, кроме демократии. У нас никогда не было. Вы даже не понимаете, что вы говорите. Понимаете? Гей-парадов, правда, у нас не было и никогда не будет, я полагаю. Но все остальное у нас было демократическим, понимаешь? Здравствуйте, у вас и у Бакаева есть общее мнение, или у вас две разных идеологии об Ичкерии? Говорит мне человек с еврейским ником. Здравствуйте, шалом алейхум. У меня нет ничего с Бакаевым. Бакаев очень мутная личность, которому я помогал, мой друг еврей из Канады помогал, и одна женщина из Лондона, из Великобритании помогала. Из-за меня они ему помогали. Потому что я как бы видел, что его там в Украине ущемляют, там он просил не Тумсо Абдурахманова, полностью дискредитированного российского агента, ни каких-нибудь других российских агентов, которым он сейчас там икшается. Он нас обманул фактически. Фактически он притворялся, что ему нужна была помощь, мы помогли ему, они помогли ему выехать в Лондон, в Америку, в Англию, и вот с тех пор он стал нести вот эту всю ересь, которую он там несет. Ничего общего у меня нет, абсолютно не доверяю этому человеку, абсолютно. И сожалею, я многим помогал, один из них вот этот деятель, которым я сожалею, что я помогал. И сожалею, что мой друг еврей из Канады, и что моя другая знакомая из Великобритании, мы помогли. Помогли из-за меня. За то, что я сказал, нужно помочь, давайте, там его там украинское СБУ там прессует там и так далее, и так далее. Понимаете? Абсолютно. Али Бакаев после убийства 6 его друзей странным образом получил загранпаспорт и до убийства вот этих своих товарищей выехал сюда в Европу. Странным образом. И вот такое совпадение, несмотря на то, что вот это прошлое у этого человека, да, 6 его товарищей как бы убито, а он вот странным образом был предупрежден ментом. Он причем это сам рассказывает. И получается, он того, кто его фактически спас, сдает. Понимаете? Если судить так. Это, видимо, такая легенда. Другого объяснения у меня нет. Абсолютно не вызывающая доверия персона. Вот что я могу сказать про этого деятеля. Да? И просил он помощи не у вот этих разных своих КГБшных блогеров, которые сейчас он поддерживает, с ними там икшается. И сейчас он какого-то там, они сейчас вместе в Украине, там есть некоторые такие же деятели, как и он. Обязательно у него 2 волоса вот здесь должно быть. И иншаллах, машаллах надо говорить. Вот в таком случае все нормально. В Украине есть эти деятели. Они сейчас какого-то там, по-моему, черкеса, или, по-моему, какого-то там блогера тоже раскручивают. У них сейчас какая-то своя работа идет. Сейчас они... вы просто понаблюдайте. Главное их определить, кто они есть. И вы всегда увидите связь. И их абсолютно не смущает, что Тумсо Абдурахманов работал на прослушке. И большая часть наших бойцов погибла по прослушке. Вероятно, вот эти товарищи, убитые Али Бакаева, тоже прослушивались Тумсу Абдурахмановым. Он переводами занимался с чеченского на русский. И вот, просто посмотрите на этих товарищей, и все станет ясно. У них нет никакой аллергии на русню,
на вот это. Главное, иншалла, машалла, говоришь, все нормально, это все остальное их устраивает, да, неважно. Но они делают вид. Они работают на русню, и никаких проблем у них не возникает. Вот у таких деятелей. Про этого деятеля, может, он просто баран, просто тупой. Но я полагаю, что не просто тупой, если 6 человек погибло, он выехал, и этот человек наводил тень на плетень, и не только он, и еще один тоже мне тут на связи уходил. На Ле Пен пытались навесить ярлык, что вот Ле Пен, она причастна к терактам и так далее. И теракты реально происходили. Когда Ле Пен приезжала к Путину, как раз произошло убийство вот этих 6 чеченцев, и было убито 6 росгвардейцев. Это была постанова, 100% однозначная постанова. Вот эти деятели вот так себя ведут и дискредитируют странным образом, да, уезжают, вот какие чудеса с ними происходят, и потом они дальше начинают. Когда ему нужна была помощь, он к ним не обращался, ко мне обратился. После того, как все у него нормально стало, все про меня он забыл, и дальше он с этими общается. Вот и вся вот их деятельность выявляется. Выявляется. Не-не-не, арабизированный, Влад, арабизированный это так, для внешнего вида. Был бы он независимым, арабизированным, можно было бы еще как-то к нему относиться. Связан с русней, понимаете, с русней. Если твоих сограждан убивают по прослушке телефона, и этот Тумсо Абдурахманов, который занимался в прослушке, работал, вот это, в ГУП электросвязи работал. И это не смущает ни Бакаева, ни подобных им людей. Ну, значит, они такие же. Это одна мафия, понимаете? Это одна вот эта кодла собранная, да? Вот такие вот дела. Чтобы вы знали. Чтобы вы знали, да? Так, давайте дальше. Валейкум салам. Друзья, всех приветствую. Говорите об этом, люди должны знать правду. Буду. Выходят Эрдоган и Путин в одной лодке. Что касается чеченского вопроса, чеченского народа, я считаю, да. Турецкие спецслужбы и российские спецслужбы в одной лодке, я считаю. Касательно чеченского вопроса. Они нас как инструмент используют. Понимаете? Как инструмент. Если же, почему вот мне сейчас пишет, если либералы будут, то они не пойдут там свергать диктаторов, говорят. А вот если демократы, то есть мы, чеченцы, демократы, значит мы не будем. Значит Дудаев и вся его армия, которая победила Россию, они, значит, были вот эти, которые сейчас нам пытаются из себя представить. Понимаете, мы победили Россию, а почему-то, когда эти тут были, только бардак, разделение и разобщение только было. Как это так? Как это такое происходит? Что-то на Аллах отвернулся, получается. За демократов он был, а за этих не был, что ли? Может, вы, и Богом нелюбимые, значит, может, в этом дело все. Может, вы просто и не Божью волю просто проповедуете, а? Может, под видом Божьей воли. А? Все же так говорят, да? Все сатанисты даже говорят, что они делают какое-то богоугодное дело. Вот таким вот образом происходит то, что с нами происходит. Это вы должны знать, потому что на меня открыта охота. За меня уже заплачены деньги. Я это тоже знаю. Я просто не буду всех деталей говорить, потому что они там могут о чем-то еще понять, догадаться. Но рано или поздно они постараются добраться. Но я их не боюсь. Не боюсь ни их, ни смерти. Не хочу умирать. Это правда.
Ну, абсолютно ни во что не ставлю эту жизнь, которую придется провести в трусости, в молчании, при такой вопиющей несправедливости, уничтожая мой народ. Ну, ничего страшного. Сотни и миллионы, сотни тысяч и миллионы умерло за эти 350 лет войны против России. Ну, не станет и меня. Просто знайте это, запомните это. We are the champion. Freedom. Астам, почему у тебя был израильский флаг был? Даже если ты не за Палестину, мог бы израильский флаг, не тактично с твоей стороны. Ну, почему же не тактично? Почему же не тактично? Это, во-первых. Во-вторых, Палестина это и есть Израиль. Ты знаешь, что Палестина это как Кавказ. Вам нужно объяснять. Вы не понимаете, о чем вы говорите даже. Израиль это и есть Палестина. И сектор Газа, и часть Иордании, и часть Сирии. Это все Палестина. Как Кавказ, как наш Кавказ. Это географическое обозначение. И я не должен быть солидарен с теми, кто заскакивает, как бешеные собаки, и убивает 1200 невинных людей. Мои воины, моя армия Чеченской республики Ичкерия, да и весь мой чеченский народ никогда не убивал безоружных женщин и детей. И вы предлагаете мне разделить с ними эту ответственность? Я не одобряю военные преступления. Кто их не делал? Израиль их делает, чтобы вы понимали. Мне очень жаль всех женщин и детей. Но мне как и арабских, так же жалко и еврейских. А вам не жалко. Вы говорите только про арабских. И про арабских вы говорите только потому, что вам русская пропаганда это говорит. Понимаете? Если бы русская пропаганда говорила бы о других, вы говорили бы о других. Если вы за мусульман, на самом деле за мусульман, которых реально убивают за то, что они мусульмане, не за то, что как бешеные собаки какие-то ублюдки из этого общества заскочили, которое это общество поддерживало и голосовало. Это не Рамзан Кадыров, которого нам Россия после убийства 30% нам насадила. Понимаете? Хамас это законно, демократическим путем избранные друзья Путина. Вот этим населением, которое там находилось. Понимаете? Если бы евреи убили бы 30% арабов сектора Газа и туда посадили бы своего какого-нибудь гауляйтера, вот тогда бы это можно было бы сказать, да, это не их народ, не их лидер, а это чисто их лидер был. И все они поддерживали, большая часть их поддерживала. То, что делали эти люди, и то, что когда над евреями это сделали, они все это праздновали. Убийство женщин и детей, я еще раз говорю. Мой народ не убивает женщин и детей. Безоружных не убивает. У нас есть честь, у нас есть благородство. Мы соблюдаем правила и обычаи войны. Так вот, если бы вы были бы за мусульман, вы бы были бы за уйгуров, которые реально за то, что они мусульмане, преследуют. Они не убили 1200 китайцев. Хотя китайцев огромное количество по сравнению с маленьким 10-миллионным или 6-7-миллионным еврейским народом. Их убивают, их преследуют, их сажают в тюрьму, им запрещают молиться. Именно все. А в Израиле живет 2 миллиона арабов. Понимаете? Из 7 миллионов арабского, еврейского, израильского населения, 2 миллиона из них арабы. Понимаете? И вы нам тут сказки рассказываете. Если вы за мусульман, если вы переживаете за мусульман, помогите уйгурам, но вы им не поможете. Потому что русская пропаганда вам этого не говорит. Турецкая пропаганда вам этого не говорит. Вам говорит, что нужно обратить внимание, нужно разжечь мировой пожар революции против Израиля, против Америки, против Европы. Понимаете? А эта Европа нам помогла. Этой Европе мы обязаны, мы должны ей. Понимаете?
Даже если она нам будет какую-то несправедливость делать, мы где-то должны замолчать, потому что мы уже в долгу перед этой Европой, которая дала нашим родителям медицину, нашим детям образование. Мне лично она дала возможность говорить правду. Вот эта Германия дала мне правду, возможность говорить правду, свободу слова, которую мне в этом огромном фашистском, русском мире негде было ее сказать. Понимаете? За это время ко мне полицейские, никто мне не запрещал говорить. Все, что я на Меркель говорил, немцам предъявы делал за то, что они занимали позицию русских. Ни один немец, ни один полицейский мне не сказал: ты не имеешь права, мы тебе дали кровь, все, а ты тут сидишь. Потому что это мое право, которое они мне тут дали. Понимаете? И я должен им за то, что я могу защищать свой народ, не говоря уже обо всем остальном. Понимаете? Турция нам этого не дала, которая нас поднимала: давайте, джихад делайте и так далее. Не дала. Дали немцы, кафиры, кефиры всякие разные. Вот кто нам дал. Поэтому если вы так печетесь за тех, кто убивает невинных еврейских женщин и детей, то будьте добры, говорите своим именем, не с никами ложными, обманными. А почему я повесил флаг? Во-первых, из-за того, что я уважаю этот народ, и он заслуживает уважения. А во-вторых, еще одна русская провокация была у нас здесь в Берлине, которая была нацелена на то, чтобы напасть. Он якобы планировал, не знаю, что там все произошло, может попозже станет известно более подробно, на посольство еврейское. То есть самое большое в Европе российское, советское, бывшее советское, ныне российское посольство России, он не заметил, которое убило 30% его народа, чеченец там молодой, 18-летний, как говорят, связанный с российскими спецслужбами. Это 100% факт. 99% факт. А вот еврейское посольство он заметил. Вот из-за таких, как вы, пропагандистов и обманщиков, он заметил. Понимаете? Уважение заслуживает каждый народ без исключения. Я согласен с тобой, что каждый народ заслуживает уважения. И нету плохих народов и плохих народов и наций. Это я полностью с этим согласен. Но я вам могу сказать, что еврейский народ столько испытаний перенес. И все равно не сдался, не ассимилировался, не растворился, а сделал сам себя и через 2000 лет вернулся в свой Израиль и построил там государство, которое нужно завидовать. Ну, я не считаю, что у них супер хорошее положение при всем при этом. Вокруг них враги, у них постоянно угроза со стороны соседей и так далее, и так далее. Но при всем при этом нужно признать, что этот народ достоин особого уважения. Вот что я считаю. Хотя, конечно же, все народы заслуживают уважения, без исключения. Полностью согласен. Но к этому народу у меня особая симпатия. Имею же я право на свои симпатии. Так, друзья, сейчас, секунду. Основном, все, о ком ты говоришь, Тузик, Бакаев и так далее. Лично я убежден, во-первых, саляфито, ваххабиты, ФСБшной организации являются работниками. Это видно невооруженным взглядом. Как нам с ними поступить? Но единственное, что у нас есть возможность, это свобода слова, говорить правду. Прямо, открыто, не скрывая своих лиц, мы должны говорить об этих людях.
Мы должны их осуждать, мы должны их призывать, говорить, разоблачать, если они работают. Кто-то ошибается, ему нужно объяснить. Я не думаю, что Бакаев ошибается. Бакаев свою программу гнет, которую ему, видимо, заложили. А все остальные, кто-то ошибается, кто-то там, бывает, заблуждается. Их нужно объяснять, нужно доносить информацию, спорить, доказывать там и так далее. Да, в этом смысле, да, но по-другому поступить мы не можем. Но настанет время, когда будет у нас свой суд на своей территории, тогда эти все вот эти персонали понесут ответственность. Заслуженно, я думаю. Я чеченец, и я точно так же думаю, как и ты. Те, кто напал и захватывает заложников, я никогда не буду на их стороне. Леонид Филатов. Но смотри, захватывать заложники, я понимаю, о чем ты. Ты с Басаевым, там туда-сюда. Мы не убивали ваших детей в Беслане. Осетинских детей. Это вы убили. Ваши, Леонид Филатов, чеченец. Вы убили их там. Ваши танки, ваши огнеметы расстреливали этих всех, кто там находился. Мы в Буденновске не убивали женщин и детей. Но весь наш народ находится в заложниках. И вы, русские имперцы, имеете совесть нам что-то предъявлять. И только лишь на основании того, что мы просим остановить войну. Мы не просили, они не просили миллионов долларов, наркотики, самолет в другую страну, как это принято у террористов. Только лишь остановить войну. Все, ни в Норд-Осте, нигде бы то ни было. Только лишь остановить войну просили. Все. Ни одну женщину, ни одного безоружного ребенка, как хамасовские ублюдки, мы не убивали. Не только сейчас, когда вы убивали наших женщин, детей, насиловали, грабили, все что угодно вы делали. Сжигали, топили, все что вы делали. То, что ИГИЛ делала в Сирии, вот вы все у нас дома делали. Над нами, над нашими женщинами, детьми, стариками, все это вы делали. Понимаешь? И мы не убивали их. Да, во время войны кто-то погибал. Мы требовали только не убивать наших. Вы взяли 300 миллион чеченцев в заложники. И взяли ваших заложники и сказали, остановите войну, перестаньте убивать наших детей и женщин. Вот все, что говорил Басаев. Вот все, что говорили чеченские командиры, чеченцы. Понимаете? Почему никогда Иордания не помогает Ичкерии, хотя там много чеченцев? Как-то странно сказать, что Турция помогает Ичкерии. Так, Турция не помогает, вначале помогала немножко. Я не знаю почему. Ну, во-первых, чеченцев не так много в Иордании, как могло показаться. Во-вторых, мы не знаем, насколько была помощь, насколько ее не было. Какая-то помощь, вероятно, была. Как-то так. Как-то так. Так. Вот эти тут, да, деятели, да, давай отсюда. Ты кто такой? А ну давай, до свидания. Так, турки-братья, отлично, тоже иди тогда за турками. Тут зачем сюда заходят сказать? Да. Я чеченец, у меня тоже есть симпатии к евреям. Да, есть основания для этого. Алейкум салам, Осман.
Израиль в 2005 году вышел из Газа добровольно, но Газа все не перестает убивать мирных евреев. Не переставала, будет правильно. Теперь там будет курорт. Больше не будут убивать евреев. Больше не будут. Но мы слышали, что в Иорданию не впускали чеченцев в 2000-х. Не знаю, Бодрич, я не слышал. Ну, может быть, ты прав. Не знаю. Аслан Моментс, разные деятель, шбачу больдец, амилшнеш беш, исламистские оскорбления шеш беш, бибанит мобила. Что более, да, под разными никами, Шаюхцагович, да, Никшин, Чогум, войны Аллаха, да, интернетные. Казахи тоже много что увидели в этой жизни. Голодомор, где умерло 5 миллионов, репрессии, интеллигенция лучше, испытания 2500 сервидов ядерного бомб на нашей территории. Мы остались 30% в своей стране. Да, Эркин, я знаю, казахи тоже очень много пережили. Очень многое. Очень многое. К большому сожалению, вот такая вот империя зла. Так. Ну, мы слышим так. Ну, начнем впускать, не знаю. Ну, нужно поговорить на эту тему. В Иордании, например, недолюбливают чеченцев. Мне об этом говорил чеченец, проживающий там много лет. Окей, буду знать. Буду знать. Друзья, я сегодняшний свой стрим закончу на этом. Спасибо, что сегодня поддерживали. Сегодня нас очень много было. Заходили, смотрели, поддерживали. Пишите, распространяйте ссылку на наш стрим. И сегодняшний стрим, хоть и получился эмоциональным, как, впрочем, очень часто, но, опять же, много нового и полезного я вам сообщил. Любая информация, которую я вам говорю, легко проверяется при помощи интернета, вы можете проверить. На этом канале говорят только правду и ничего, кроме правды. Все будет Ичкерия, слава Украине, God bless Америка, Ам Израиль Хай, Вива Грузия, Алла Казахстан, Алла Азербайджан. Живи Беларусь. Всего хорошего, друзья. Адикюэль Маш Ойл. До свидания, друзья.